Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. На днях я встретилась с блогером-путешественником Игорем Ермаковым, больше известным как Эркин Питерский Якут. Уже как 4 года Эркин живет между двумя городами Питером и Якутском, а в этом году блогер встретил Новый год в столице Якутии. Как оказалось, это его давнее желание. У блогера на YouTube-канале более 45 тысяч подписчиков. Он рассказывает о Якутии, особенностях нашего быта и природы. В нашей беседе Эркин рассказал, как он оказался в Якутии, почему взял якутское имя и чем его так привлекла наша республика. Я сейчас этим летом ходил в экспедицию с Русским географическим обществом, якутским отделением. Я вот стал членом якутского именно отделения РГО. И мы сходили в экспедицию в Арктику на остров Бенетта. 2 года мы пытались это сделать, это была 2-я попытка. И сейчас я сделаю фильм. Основная большая работа моя, то есть порядка 2 часов. Я хочу его в прокате, если сделаю качественно. Но сейчас основная это моя работа, вот работа с фильмом. Документальный фильм, да? Ну, документально-приключенческий я бы его так назвал, потому что он вперемешку все. Я хочу новый стиль выработать кинематографа, если получится. Был опыт ранее? Нет? Ну, первую часть я уже сделал. И когда мы сходили, неудачная была попытка. Это был мой первый опыт. Я с нуля вот сидел, не знал, как это делается, и сам придумывал. То есть уже один фильм есть, кусочек. Но, учитывая этот опыт, я делаю уже сейчас что-то, более профессионально, хотелось бы, чтобы получилось. Ну что ж, давайте приступим к сборке вашей машины. Тент надо очищать хорошенько от снега, потому что если со снегом убрать машину, снег растает и влажный станет тент. И со временем он будет все тяжелее, тяжелее, будет лед накапливаться, его будет сложно собирать и разбирать. Это вот я с первых дней пользования таким тентом сразу столкнулся с такой проблемой, пришлось сушить дома. Никто не пользуется, да? Нет, конечно, это вот чисто здесь, да, в Якутии только я видел. Даже с других холодных регионов пишут, что у них такого нету. Вот я вот очень удивлен. Казалось бы, если до 40, то это логично использовать такой тент. То есть я к этому уже привык достаточно. Местным, наверное, это, то есть естественный процесс. Но если кто-то смотрит, допустим, мои друзья из Питера, либо кто-то из других регионов более теплых, для них, конечно, это дико, что вот машину приходится, что вот столько трудностей, чтобы просто выехать на машине, потому что мне приходится, если она стоит, вот 40 температура, если она стоит 2-3 дня, я не каждый день езжу, тогда вот я ставлю печку под машину, и мне приходится ее часа 2 как минимум нагревать. Ну, я не хочу рисковать, чтобы там ничего не испортить. Лучше чуть больше погреть лишнее, время. Либо многие на автозапуске ставят, но это трата бензина. То есть, если нужно регулярно ездить каждый день, конечно, там либо по температуре выставляет, допустим, минус 10, она заводится, и так вот раз там в какой-то определенный период. Либо раз в 5-6 часов. И я всегда хотел именно Новый год в Якутске встретить. Поэтому с большим удовольствием я оказался в Якутске. Вот Новый год, посетил всех друзей. То есть для меня действительно этот Новый год такой оказался особенный. Потому что для меня Якутия стала такой душевным местом, в котором я себя чувствую очень комфортно, несмотря на все эти трудности, неудобства, холод. То есть я в этом что-то свое нашел, и мне комфортно. Поэтому комфортно делать фильм сейчас, нужно вдохновение, его много надо, и здесь я его именно вот ловлю. Когда я делал первую часть, я и в Питере делал, там не то немножко, вот как-то нет той атмосферы, которая нужна для того, чтобы что-то сделать такое качественное, хорошее. То есть, получается, можно сказать, что ваша цель в Якутске это как раз-таки вдохновиться на то, чтобы закончить свой проект, то есть фильм, да? Это сейчас, на этот период. Да. У меня целей разных много, и мне Якутия их дала. Я раньше жил достаточно так, скажем так, примитивно, без всяких целей, на мой взгляд, неправильно. Я чувствовал, что что-то не так. Именно переехав в Якутию, я сюда переехал работать, я всегда мечтал путешествовать. Но не знал, как это сделать. Ты должен работать постоянно, что-то это самое. И вот здесь я, стал снимать блог. Раньше я никогда не был, то есть я даже не умел камеру нормально держать. Здесь всему этому научился, меня это вдохновило, мне это стало нравиться, и людям стало нравиться, как я делаю. Меня стали приглашать. Я через 3 месяца, приехав в Якутию, уже в Омикон поехал. На ралли-рейд Полюс Холода меня позвали. То есть потом экспедиция в Арктику. Мое изобретение еще, если кому из водителей интересно, я кладу сюда подушку, и очень удобно ездить. Шея не устает, руки расслаблены, и когда я на дальнее расстояние по 15 часов можно ехать спокойно, только глаза слепаться начинают, а вот тело в расслабленном состоянии, вот все это время ничего не затекает, все в порядке. Вот теперь так вот езжу постоянно. У вас псевдоним, и почему питерский Якут? Вот как так сошлось? Кстати, часто спрашивают, когда знакомишься с
когда решил, я же здесь решил канал создать и снимать все это на YouTube, я никогда до этого ничего не делал. И подумал, что мне нужно псевдоним, и захотел именно якутское имя. Вот такое у меня было желание. Я просто набрал в Яндексе якутские имена, перевод. Выбрал там список имен на первой же попавшейся ссылке. Сначала выбрал по значению, а потом уже стал по звучанию. И из тех, которые 10 мне понравились по значению. Вот Эркин было среди них. Но там было написано «Честный Эркин». Хотя это не так. Почему-то на этом источнике было так написано. Но мне Эркин понравилось по звучанию. Как я вот Эркин, как на Эркин, питерский якут, классно звучит, здорово. А потом узнал, что это тюркское имя. Я его значение не знал, когда выбирал. А когда уже стал, вот меня стали знать как Эркина, мне стали говорить какое-то имя у разных тюркскоязычных народов, что оно означает. Что там вольный, свободный, защитник, стена, у всех по-разному тюрков. Хорошее, говорят, имя. И вот есть такой момент, что имя нужно соответствовать имени. Мне уже спрашивали, ты готов? Взял на себя такое имя, вот, ну, готов. Изначально просто я жил в Питере, у меня все было замечательно. И работа, одна из самых крутых компаний риэлторских в Санкт-Петербурге, петербургская недвижимость. Ну, то есть они самые крупные, там у меня зарплата была хорошая, и я там уже работал более 6 лет, все знал, всех знал. Но чувствовал, что что-то не то. Вот жизнь так не должна вот в таком замкнутом круге вертеться, что моя душа требует большего. И я сначала просто не мог найти выхода из этой ситуации, решил просто уволиться, лишившись всех этих благ. И на фоне этого узнали, что я уволился, и позвали сюда заниматься тем же здесь вот тоже. В Питере и в Москве продавать для местных уже квартиры. Но это помогло мне переехать сюда, мне дали жилье, зарплату. И, соответственно, уже дальше я, погрузившись в Якутск, я приехал зимой, ну, в ноябре, и через неделю морозы 40-градусные встали. И я был просто в восторге. Для меня это было просто как в космос выходить из дома на улицу. То есть я никогда такого не испытывал. Многие, кто здесь давно живет, уже устали от этих холодов, я это понимаю. Но для меня это до сих пор, уже 4 года, как я в Якутске, все равно я постоянно вот восторгаюсь всем этим. Да, с машиной трудности, меня это немножко сейчас напрягает, когда вот более новая машина. Но в остальном вот, получаю огромное эстетическое, можно даже так сказать, удовольствие от всего, что меня окружает здесь в Якутске. Особенно вот эти морозы. То есть, вот, меня это вдохновило, я стал это все снимать, людям понравилось. Многие стали смотреть, как мне говорили, сколько же ты протянешь здесь в Якутске у нас, когда я сбегу, уже мне это спорили, как говорят. Изначально все началось просто съемкой, да, того, что я вижу вокруг. Это мой был первый опыт. И мне очень понравилось именно с людьми общаться. Я впервые погрузился вот в жизнь другого народа. Вообще, вот, допустим, народ Саха здесь, хотя здесь разные народности проживают в Якутии, но преобладает народ Саха, язык Саха, он просто везде. То есть кто-то, может быть, смущается русскоязычно, что при нем, допустим, на якутском языке разговаривает, а меня это, наоборот, восхищает, что вот я нахожусь как будто бы вот в другом мире. Мне это очень нравится. И вот я понял, какие я теплые чувства испытываю от того, что я прикасаюсь к другой культуре, что я общаюсь с людьми другой культуры. Как бы вот это, меня внутри это очень жестко, вот, меня внутри это очень сильно отзывалось вот, каким-то теплом. И вообще я в этом году запустил проект, я год хотел что-то сделать большее, и в этом году проект «Планета дружбы народов». Я был в Питере и решил как бы устроить автопробег до Якутска на вот этой машине. Ну и вот это было начало автопробега дружбы народов, ну то есть проекта «Планета дружбы народов», который я ничем не ограничиваю, то есть его цель — объединить народы. То есть мы раньше были, допустим, Советский Союз, это была большая, огромная, дружная семья народов. Мы были все едины, а сегодня вот все ссорятся, ругаются, какие-то причины находят непонятные, придумывают. То есть хотелось бы сделать что-то, чтобы объединить людей обратно в семью большую, чтобы наши народы России были едины, чтобы и другие народы были едины, и все дружили между собой. Я уверен, что тогда будет мир на всей земле, если будет дружба среди народов. И вот сейчас это моя цель, то есть в том числе. То есть фильм — это только один кусочек из того, что у меня сейчас цель жизненная впереди. А так я хочу развивать проект, вот этот «Планета дружбы народов», который, я даже не знаю, как он распространится, я импровизирую, как, то есть меня ничто не сдерживает. Изначально все началось просто съемкой, да, того, что я вижу вокруг. Это мой был первый опыт. И мне очень понравилось именно с людьми общаться. Я впервые погрузился вот в жизнь другого народа. Вообще, вот, допустим, народ Саха здесь, хотя здесь разные народности проживают в Якутии, но преобладает народ Саха, язык Саха, он просто везде.
То есть кто-то, может быть, смущается русскоязычно, что при нем, допустим, на якутском языке разговаривает, а меня это, наоборот, восхищает, что вот я нахожусь как будто бы вот в другом мире. Мне это очень нравится. И вот я понял, какие я теплые чувства испытываю от того, что я прикасаюсь к другой культуре, что я общаюсь с людьми, ну, другой культуры. Как бы вот это, меня внутри это очень жестко, вот, меня внутри это очень сильно отзывалось вот, каким-то теплом. И вообще я в этом году запустил проект, я год хотел что-то сделать большее, и в этом году проект «Планета дружбы народов». Я был в Питере и решил как бы устроить автопробег до Якутска на вот этой машине. Ну и вот это было начало автопробега «Дружбы народов», ну то есть проекта «Планета дружбы народов», который я ничем не ограничиваю, то есть его цель — объединить народы. То есть мы раньше были, допустим, Советский Союз, это была большая, огромная, дружная семья народов. Мы были все едины, а сегодня вот все ссорятся, ругаются, какие-то причины находят непонятные, придумывают. То есть я хотелось бы сделать что-то, чтобы объединить людей обратно в семью большую, чтобы наши народы России были едины, чтобы и другие народы были едины, и все дружили между собой. Я уверен, что тогда будет мир на всей земле, если будет дружба среди народов. И вот сейчас это моя цель, то есть в том числе. То есть фильм — это только один кусочек из того, что у меня сейчас цель жизненная впереди. А так я хочу развивать проект, вот этот «Планета дружбы народов», который, я даже не знаю, как он распространится, я импровизирую, то есть меня ничто не сдерживает. Удивительно, как Якутия, север притягивает к себе людей. Многие поражаются, как можно жить в условиях крайнего севера, но Якутия так многолика. Стоит лишь приехать, и подобные вопросы сразу отпадают. С Региной мы еще встретимся на этой неделе, ну а сейчас я с вами прощаюсь до завтра. Встретимся в 17 часов.